проекта Ноева Полина Ильинична, она. И сегодня будут именно в подиуме выступать ее девушки. Тут еще есть продажа, разные изделия местных мастеров и серебряные украшения от Петра Алексеева. Красота. Авторская работа. Свой историк есть, который скульптурирует. И там они изучают все вот эти каноны. Ничего интересного. Вязаные. Это вязаные, да? Это комплекты. Наверное, с каким-нибудь платьем вообще красоты. Вот девушка, которая делает, Светлана Миронова. Вяжет вот такие. А, визитки можно взять? Ага, возьму. И вот шапки Елены Чайки. Красота. Манукова Магира. Добрый вечер, милые женщины, дорогие женщины. Рада приветствовать вас в этом уютном зале креативного кластера «Квантового труда» на этой вечеринке среди подруг. Не зря мы выбрали такое название, потому что вы наверняка пришли с подругой. И среди тех, кто готовится выходить на подиум, наверняка есть ваши подружки. Поддерживаешь, пришли, хорошо? Я, Полина Ноева, мотиватор, вдохновитель, организатор, руководитель школы красоты и женственности Сибиря. И сегодня буду в роли ведущей. Я, конечно, очень волнуюсь, потому что это не моя стихия, и вообще мне хочется проводить свои мероприятия сама. Коллекция Ии Сивцевой.
Когда-то мы в 90-х годах, когда Зина, конечно же, начинала, у нее там семян был как бы журнал и так далее, я только приступила к моделингу, поэтому я всегда говорю, 30 лет тому назад этим хорошим, красивым делом занимались только Зинка и я. Зинка по моде, я по моделингу. Добрый вечер. Ну вот сегодня как бы все ведут вечер с нами, и я тоже решила демонстрировать тоже свою одежду, вот это платье из коллекции, ну вот этого года 2000. Зина. Чай, бренд, потом... Они долгие. Как долгие. Сумка из джута. Ровно в это время меня позвали, поэтому я не смогла снять показ Марии. Она показала очень красивые декоративные цветы, броши, которые можно одевать в разные образы женские, например, на платье или на блузки. Вот она сама стоит в этом огромном цветке на блузке. Она прикрепила на блузках. Вот так вот. Так что здесь есть только то, что она рассказывает про свое мастерство. Ну, про свои цветы. Из итальянской бурятного шелка за счет нити с пайетками. Техники интарсия становится дизайнерской вещью, которым еще одной фишкой является его изнанка с незаправленными концами нитей. В этом двустороннем кардигане можно пойти хоть куда. Жилет с пайетками, связанный из итальянской смесовой пряжи, становится
становится дополнением интересным любого гардероба за счет необычного фасона. Жилет Пола отличается нежнейшим составом, из чего он связан. Это кашемир, шелк, мериносский и мохер. Полотно тактильно очень мягкое, но держит форму за счет узора. Какой джемпер самый лучший? Конечно же, самый простой. И желательно серый цвет. В моем исполнении это буретная футболка с твидовым эффектом. Еще один кардиган отличается техникой исполнения. Здесь квадраты связаны крючком, а рукава спицами из прекрасной ангоры. Этот костюм из льна с хлопком непременно притягивает взгляды прохожих за счет монохрома. Самый летний состав позволяет его взять в отпуск, хоть на море, а тельняшка из шелка тусса с мериносом с пайетками только подчеркнет морскую тему. Жакет в стиле Брунелло Кучинелли отличается переплетением узоров и гос и представительским составом пряжи из итальянского стока. В нем очень нарядно и уютно. Комплект сплетения ажуров. Основной здесь сарафан, связанный из прекрасного дуэта японского кит-мохера и стопроцентной бумажной ленты, за счет чего материал струится, не теряет форму, шуршит, дополнен украшением из черно-белой гамми, круглой сумкой из рафи и завершает образ элегантная шляпа из японской бумаги. Комплект льняной ажур представлен длинным платьем, подол украшен ажурным узором природных оттенков. Комплект дополнен украшениями из японского и чешского бисера и дополнен сумкой из конского волоса. А на мне тренд, который охватил весь мир, это бабушкины квадраты. Его вяжут буквально все, даже мужчины. А в моем исполнении это весенний радужный кардиган. Кто-то спрашивал, у есть граница мастера есть там? Потом подойдете, познакомитесь, может быть, заказ дадите, посмотрите.